Салам, Сирембе Чувашла Галачар-Каларом, Тадауны Ердюжи, Эбе Эльдияр Александров. Всем привет, с вами передача «Говорим по-чувашски», и я ее ведущий Эльдияр Александров. Говорить по-чувашски – это не только о языке, но еще и о чувашском мировоззрении. Все мы можем говорить по-чувашски, даже если говорим на различных языках, потому что так уж мы устроены. Итак, а мы сейчас начинаем. Сегодня у нас в гостях 4 прекрасные дамы. Им предстоит показать свои знания чувашского языка и чувашской культуры. Так давайте же познакомимся с ними. Кокшина Наталья, 18 лет, родилась в Чебоксарах, учитель физкультуры, увлекается спортивной гимнастикой. Воробьева Анастасия, 18 лет, родилась в Янтиковском районе Чувашской республики. Юрист, увлекается легкой атлетикой. Егорова Дария, 22 года, родилась в Чебоксарах, психолог, увлекается спортом, медитациями и парными танцами. Здравствуйте. Котякова Анна, 26 лет, родилась в Янтиковском районе Чувашской республики. Фотограф, увлекается психологией и путешествиями. Салам. Правила нашей телевикторины очень просты. Вам предстоит ответить на 5 вопросов различной степени сложности. Они охватывают все сферы жизни чувашского народа. На них существует 4 варианта ответов. На обдумывание каждого вопроса мы выделяем 10 секунд. У вас в руках находятся таблички с цифрами от 1 до 4. Каждый из них соответствует определенному варианту ответа. За первый вопрос вы получаете 1 балл, за второй 2, за третий 3 и так далее. Одно условие: после того, как вы подняли табличку, отменять ответ нельзя, то есть он зачитывается. Каждый ответ надо кратко обосновать, почему вы выбрали тот или иной вариант. Итак, у вас есть 2 помощника, знания и удача. Я желаю вам удачи. Спасибо. Спасибо. Итак, мы начинаем. У нас первый вопрос. Он касается непосредственно чувашского языка. Чувашский язык является единственным живым представителем этой группы языков. Подобные тюркские языки отличаются тем, что в них вместо общетюркского «з» используется «р», а вместо «ша» используется «л». Например, «ишек» в чувашском «алак», что означает «дверь». Группа этих языков носит название народа, который является прямым предком современных чувашей. Как называется эта группа языков? Варианты ответа: суварская, хазарская, булгарская, старочувашская. Хорошо. Анна, почему вы решили выбрать суварскую группу языков? Я помню еще со времен университета мне запомнилась эта информация. Что есть суварская группа языков? Да. Интересно. Кто-то бы вас поддержал. Итак, Дарья. Я выбрала 3-й вариант. Вспомнила предков чувашей, вспомнила просто булгар. Хорошо. Анастасия. Я выбрала 3-й вариант, потому что предки чуваши – это болгары, поэтому 3-й вариант. Хорошо, Наталья. Я выбрала тоже 3-й вариант, потому что это наши предки. Хорошо, давайте посмотрим правильный вариант ответов. Правильно, это булгарская группа языков. Насчет суварской, это часть булгарского народа. Грубо говоря, суварский язык относился к булгарской группе языков так же, как и современный чувашский. А современный чувашский является единственным живым представителем этой группы. Это одна из самых архаичных групп тюркских языков, поэтому мы должны быть счастливы, что у нас этот язык сохранился. Хорошо, это было легко, а теперь мы переходим к вопросу, связанному с мифологией чувашского народа. Итак, второй вопрос. Как вам известно, предки чуваши и волжские булгары основали на Волге большое и высокоразвитое государство под названием Серебряная Болгария. Эта страна объединила различные финно-угорские и тюркские племена. Сильнейшее взаимовлияние и развитые торговые отношения привели к образованию уникального религиозного культа, основой которого стали языческие верования и традиции ислама. В те времена образовался особый образ, который по сей день сохранен в традициях чувашей, марийцев, удмуртов, кряшен и других народов Поволжья. Этот культ объединяет в себе священное место, некий дух и сына Бога. Что или кто это? Варианты ответов: Пигамбар, Хаямат, Кереметь и Дуб. Вы единогласно выбрали 3-й вариант ответа, но давайте начнем с Натальи. Наталья. Я еще это запомнила с урока по КРК. Это священное место Кереметь. Поэтому придумала. Хорошо. Настя. Кереметь – это дух зла и добра. Древняя религия у чувашей, поэтому вариант ответа 3. Хорошо. Дарья. Согласна с девочками, Кереметь для чувашей имеет огромное значение. Это что-то невероятно святое. Поэтому я выбрала 3-й вариант. Хорошо. Анна. Тоже это довольно известная информация. Кереметь – священное место для всех чувашей.
Все верно. Итак, действительно, Керемет у нас является сыном Бога, согласно чувашской мифологии. Потом это священное место, и этот же культ мы встречаем у тех же марийцев. У них они называются Керемет, по сей день очень хорошо сохранены. Керемет у нас встречается у крещен и так далее, и так далее. То есть культ очень развитый, пришел к нам под влиянием ислама, но наложился на языческие верования и образовался. Поэтому поздравляю вас с правильными ответами. Молодцы! Третий вопрос мы посвятим традиционному костюму. Если у человека не было этого элемента в костюме, то считалось, что он не одет. Даже если на нем был весь комплекс одежды. Были строгие правила ношения этого атрибута. У мужчин он должен быть справа, у женщин слева. Притом у верховых чувашек, например, использовалось сразу 4 подобных элемента. О чем идет речь? Перевязь через плечо, серьги, браслет, пояс. Итак, вы единогласно выбрали 4-й вариант ответа – пояс. Давайте начнем с Дарьи. Дарья, почему вы решили выбрать пояс? Как ты уже говорил, без этого элемента чуваша даже в полном комплекте одежды считали голым. Пояс является таким завершающим атрибутом, и их действительно носили даже по несколько штук. И отличие женского от мужского ношения как раз-таки в стороне отличалось, где вот будет завязка. Поэтому пояс. Хорошо. Анна, теперь вы. Я полностью согласна с Дарьей. Действительно, пояс является элементом, без которого и женщина, и мужчина как будто бы не одеты. Хорошо, Настя. Пояс как будто дополняет образ, поэтому я тоже с ними согласна. Хорошо, Наталья. Я полностью согласна с девочками. Без пояса люди считались, правда, как будто голыми. Да, действительно, это пояс. Пояс считался очень важным элементом. Прообраз пояса мы видим, например, во время моления, когда дерево обвязывается сурбаном или каким-нибудь полотенцем. То есть это действительно тот элемент, который позволяет завершить полный костюм и таким образом войти в гармонию с миром. Вот, поэтому поздравляю вас с правильным ответом. Чувашию называют краем 100 тысяч песен, поэтому следующий вопрос мы посвятим чувашской музыкальной культуре. Есть у чувашского народа особенный музыкальный инструмент. Наши предки предполагали, что он является удивительным украшением для любого дома и старались вешать его на стены, даже если не умели на нем играть. Считается, что именно этот музыкальный инструмент и мастер игры на нем помогли захватить город Казань Ивану Грозному. О каком инструменте идет речь? Волынка, бубен, гусли, домра. Хорошо, я вижу ваши варианты ответов. Так, давайте начнем обсуждение. Наталья? Я выбрала 2-й вариант ответа, потому что мне так подсказала интуиция. Интуиция. Хорошо, на нее можно полагаться иногда. Настя? Мне просто понравилось слово. Бубен. Интересно. Хорошо. По-чувашски тунгар тоже красиво звучит. Итак, Дарья. Я помню, я погружалась в историю музыкальных инструментов. Я прям даже помню классификацию. Есть ударные, струнные, шумовые. И вот гусли, они мне запомнились. У меня даже в деревне у дедушки висит на стене гусли. Наверное, поэтому я их помню. Не знаю, насколько это правильно, но гусли на стене, вот они даже у меня есть. Здорово, здорово. Анна? Я выбрала инструмент волынка. Мне кажется, что это именно тот инструмент, с помощью которого можно идти на Казань, на другой город. Итак, давайте посмотрим правильный вариант. Правильный вариант ответа – гусли. Итак, сейчас расскажу вам легенду кратко. Считается, что когда Иван Грозный пытался захватить Казанское ханство, он проходил через территорию чуваши и марийцев, но никак не мог здесь пройти. И когда вот пришли к соглашению о том, что чуваши и марийцы помогут захватить Казань, они никак не могли подойти к стенам, сделать подкоп нормальный. И тогда один чувашский гусляр взял свой инструмент в руки, пошел к стенам и заиграл. И тогда защитники Казани отвлеклись, заслушались, музыка тронула их до глубины сердца, и Иван Грозный в это время сделал свои дела. Таким образом была захвачена Казань, по легенде. Итак, поэтому это гусли, и действительно их вешали на стены, потому что считалось, что это очень красивый элемент декора. Итак, а мы переходим к заключительному вопросу. Пятый вопрос мы посвятим выдающимся людям Чувашии.
Этот человек – советский этнограф, историк, фольклорист, журналист, доктор исторических наук, профессор Казанского университета, Восточного педагогического института и Марийского педагогического института. Несмотря на национальную политику Российской империи, этот человек смог выдвинуться как деятель науки и просвещения. Он родился и вырос в Маргаушском районе. Назовите имя этого человека. Николай Никольский, Николай Ашмарин, Геннадий Волков, Николай Ильминский. Давайте начнем обсуждение. Начнем с Анны. Анна, пожалуйста, почему вы решили, что это Николай Ашмарин? На самом деле я помню много информации еще с уроков по культуре родного края, и мне показалось, что это правильный вариант. Хорошо, Дарья. Вообще фамилия Ашмарина, она очень звучная. У нас в честь Ашмарина даже улица названа, остановка, то есть в Чебоксарах даже есть памятные места его имени. Именно поэтому я выбрала этот вариант ответа. Хорошо. Настя, почему Николай Никольский? В 7 классе мне попался вопрос по Олимпиаде. Такой же почти. И я допустила ошибку, потом посмотрела, и это оказался Никольский. Хорошо, Наталья. Я выбрала первый вариант ответа, потому что я учусь в колледже Николая Никольского, и нам про него там все рассказывали. Хорошо, давайте посмотрим правильный вариант ответа. Да, действительно, это Николай Никольский, выдающийся человек, основатель первой чувашской газеты «Хыбар». И помимо всего прочего, музей, который основан им, до сих пор функционирует в Казани. Очень богатая коллекция. Итак, ну хорошо, давайте мы подведем итоги. Спасибо. Итак, мы подвели итоги, и у нас оказалось 2 победителя. Это Кокшина Наталья и Анастасия Воробьева. Поздравляем наших девчонок! А с вами была передача «Говорим по-чувашски», ее ведущий Ильдар Александров. Мы поздравляем победительниц Настю и Наталью и говорим, что они действительно чавашла талажаща. 1 язык – это 1 ум, 2 языка – это 2 ума, а 3 языка – это 3 ума. Так сказал наш выдающийся просветитель Иван Яковлевич Яковлев. Сегодня мы смогли еще раз убедиться в этих словах. Так давайте же стремиться быть самыми умными. До скорых встреч. Чибер Юлар.